Сегодня участниц областного конкурса «Татар КЗ» ждет сюрприз, о котором они пока не подозревают. Впрочем, весь этот день оказался щедрым на сюрпризы. Я очень люблю сюрпризы, мне очень приятно, правда. Те самые лучшие эмоции я почему-то приобретаю здесь, благодаря вам, благодаря людям, которые меня окружают. И я всегда счастлива, что именно такие люди мне встречаются на пути. Я очень благодарна. Посмотрим, сможет ли именинница и вся команда справиться с заданиями исторического квеста. Такой конкурс на проекте проходит впервые. Девочки сегодня продемонстрируют не только знания истории татар города Челябинска, Челябинской области, но и знания истории нашего города. Я надеюсь, что они все сегодня проявят свою смекалку, находчивость, быстроту мышления. Ну и, конечно же, самое главное, ради чего мы создавали сегодняшний конкурсный этап – это работа в команде. Умение работать в команде пригодилось на первом же конкурсе. Без взаимовыручки тут никак. Участницам с закрытыми глазами нужно найти те предметы, которые назвал ведущий. За каждый верный ответ они будут получать монетку. А вот что делать дальше, сами должны догадаться. Решение пришло мгновенно. Слова под своими порядковыми номерами они вписали в кроссворд и узнали следующий пункт назначения – библиотека. В библиотеке татарской и башкирской литературы их гостеприимно встречает заведующая Наталья Быкова. Нам уже только, вдумайте, 112 лет. Точной даты образования библиотеки нет, она создана при Белой мечети. Это где-то 1896 год. На постоянной основе она начала работать в 1906 году. Вот февраль месяц он и считается датой создания библиотеки. Именно здесь находится самое богатое на Южном Урале собрание национальной литературы. И сегодня оно пополнится новыми изданиями. Лена Колесникова вручила книги, написанные нашим земляком, поэтом и писателем Ирком Сабировым. Он уверен, что изучение родного языка может стать настоящим источником вдохновения для наших участниц. А теперь конкурсные испытания. Все, что есть у них в распоряжении – томик стихов Мусы Джалиля и карточка с цифрами. Задача – найти правильный ответ, который подскажет им следующий пункт назначения. Готово. Слово «разведчик». Первые две цифры – это номер страницы, 15-я строка. Следующие две цифры – это номер строки. Первая буква идет зачет. Бу бәйге Муса Джалил китабыннан жюри тарафыннан шартлы билгеләр аркылы шул китаптан сүзләр табып, шуннан шартлы сүзне чыгару ул бик кыен эш. Ләкин бу бәйгене кызлар яхшы гына сынап чыктылар. Все верно. Жанну Фаткулину смело можно брать в разведку. Девушки догадались, что речь идет о легендарном уроженце Троицка Исхаке Ахмерове. В годы Великой Отечественной войны он руководил резидентурой в США. Благодаря его усилиям Советский Союз избежал военного конфликта с Японией. И сразу еще одно задание по силам только опытному разведчику. Не просто было догадаться, что это за таинственное послание. Его можно прочитать только в ультрафиолетовом свете. Но каким-то чудом девочки разглядели 4 цифры. А это год рождения Челябинска. Значит, пора спешить на Кировку к памятнику основателям. Здесь участницы конкурса обнаружили черный ящик и увидели фрагмент художественного фильма по мотивам оперетты «Сильва». В роли Эдвина Нияз Даутов. В течение 10 лет выдающийся исполнитель и режиссер работал в Челябинском театре оперы и балета. Правильный ответ молниеносно дала Зарина Насырова. Я изначально обдумывала все места, которые имеют к татарской культуре или к татарскому народу, и логически уже додумала, когда увидела постановку именно, так как он является режиссером, являлся режиссером с 65 по 75 год Нияз Даутов. Вот.
На крыльце оперного театра девочек встречает заслуженный артист Республики Татарстан Дамир Сафин. Он рассказал, насколько богата и многообразна татарская музыкальная культура. Чтобы в этом убедиться, вместе они отправляются в музыкальную школу номер 7. Долгие годы ей руководил народный артист Татарстана Махмуд Шарафуддинов. Спеть под его аккомпанемент – большая удача. Следующий пункт назначения нужно определить с помощью букв и трафарета. Задание оказалось самым сложным. Наконец догадались, что это Ак-мечеть. От Кировки до нее пара шагов, но пришлось задержаться. На улице их ждала неожиданная встреча с участниками Пушкинского парада. Кстати, именно так одевались дамы и кавалеры в те времена, когда в Челябинске появилась первая мусульманская община. В 1883 году была организована мусульманская община во главе с имамом Салимовым. Мечеть в Челябинске появится только через 16 лет. Известный татарский предприниматель Галеев пожертвует для ее строительства собственный участок земли. Татарские купцы позапрошлого века были очень религиозны. Это наложило свой отпечаток и на семейные традиции. Семья начинается со свадьбы. Никах – это официальная часть церемонии. Древняя мусульманская традиция дожила до наших дней практически без изменений. Разве что раньше, во время никаха, невесты обязательно закрывали лицо. Сейчас этому правилу следуют редко. Свадьбу раньше отмечали в течение нескольких дней. Это же касается и главных религиозных праздников – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. В доме старались собрать как можно больше гостей. Счет шел на десятки людей. Возможно, отсюда и берет начало традиция татарского гостеприимства. Детей тоже старались воспитывать согласно основам ислама. Учили трудиться, уважать старших, помогать слабым. В свободное время родители, а еще чаще бабушки и дедушки, вместе с детьми изучали Коран. Не просто читали аяты и суры, но и объясняли их значение. За оградой мечети участниц конкурса ждал еще один черный ящик, а в нем часы, ленты, шали и ткань. И это значит, путь их ведет к магазину «Молодежная мода», бывшему торговому дому купца Валеева. Чтобы открыть очередной кодовый замок, девушки должны вспомнить год основания конкурса «Татар-Кызы» – 2011. И у них это получилось. Мен бұл сұрауға жауапны бек жеңіл деп санадым, чөнки бұл шараны, бұл конкурс Татар-Кызын мен енді ең тәу конкурс 2011 елдан бері қарап, күзәтеп барам. Һәм инде әлбәттә 2011 ел Татар-Кызы беренче конкурс булды, Чиләбедә региональный булып үтте. Шуннан бирле инде мен кызыксындым бұл конкурс белән һәм үзем дә катнашырга теләгемне белдердем. Они разгадали кроссворд на татарском языке, легко нашли на Кировке верблюда, хором назвали автора стихотворения «Красная ромашка». Это Муса Джалиль. А памятники, который появился в Челябинске благодаря Конгрессу татар, знает каждый из них. И эти цветы стали символом уважения и к национальной культуре, и к людям на протяжении долгих веков, вносивших свой вклад в ее развитие. Было трудно, честно признаться, но мы справились. Чувствовалась поддержка девочек, вместе мы со всем этим справились. После каждого успешно пройденного этапа участницы конкурса получали буквы. В итоге у них сложилось название проекта, который и объединил их в дружную команду. Но в следующий раз их дружбу ждет куда более серьезное испытание – деревенский конкурс. Справятся ли они с ролью своих прабабушек? Узнаем ровно через неделю.